أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Несколько раз в неделю в кабинете занятий этого детского сада звучат азы ислама, как совершать пятикратный намаз и читать наизусть священные молитвы. Здесь дошколят обучают основам религии. Новый предмет введен во всех дошкольных учреждениях недавно, однако уже имеет массу положительных отзывов. О воспитании подрастающего поколения в соответствии с истинным исламом всегда говорил Ахмад Хаджи Кадыров: вера во Всевышнего Аллаха и богобоязненность. Первый президент Чечни был глубоко религиозным человеком. Именно он начал борьбу с антиисламскими течениями в республике в военное время. Под его руководством стали проходить основные религиозные преобразования в регионе. Выступая на различных миротворческих форумах, Ахмад Хаджи всегда призывал к предотвращению конфликтных ситуаций, укреплению братских уз между народами. Он первым наладил отношения с арабскими странами. Арабским руководителям, если взять политических руководителей, всегда в конце каждой встречи с Ахмед Хаджи говорили о том, что Ахмед Хаджи, а вы для себя ничего не хотите? Или для своей семьи, или для своих детей? Говорит, нет, если вы поможете моему народу, если вы поможете моей республике, для меня это достаточно. У меня все есть. Ну, некоторые так в шутке говорят, а что есть? Говорят, ничего. Будучи религиозно образованным человеком, Ахмад Хаджи Кадыров в 1989 году основал первый на Северном Кавказе исламский институт. Под его началом в республике стала активно развиваться исламская образовательная система. И уже в 2009 году, благодаря достойному продолжателю пути Ахмада Хаджи Кадырова, нынешнему главе республики, был построен Российский исламский университет имени Кунта Хаджи Кишиева. Ежегодно в вуз поступает свыше 300 студентов. Также в 2010 году была открыта первая школа хафизов имени Зелимхана Кадырова в селении Центарой. В последующие годы еще в 3 городах республики приняли маленьких муталимов. В каждом из заведений обучаются более 100 ребят. Сейчас идет строительство 5-й школы хафиза в Аргуне. Подрастающему поколению Ахмад Хаджи всегда уделял особое внимание. Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения и сегодня стоит в основе молодежной политики. Об этом говорят регулярные исламские конкурсы и конференции. Ежедневно активисты патриотических движений и молодежных организаций проводят всевозможные мероприятия во всех учебных заведениях республики и не только. Реализуются мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи и духовно-нравственное воспитание. Это приоритетные направления, которым уделяется огромное внимание в нашей республике. И в частности, если говорить о патриотическом воспитании и работе с молодежью, в Чеченской республике созданы молодежные организации, они развиваются. Наиболее яркими из них является патриотический клуб «Путин» и молодежное общественно-патриотическое движение «Ахмад». В 2012 году по поручению Рамзана Кадырова Департаментом по связям с религиозными и общественными организациями была разработана единая концепция духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения. Ее задача – информационное противодействие терроризму, экстремизму и формирование у граждан чувства патриотизма. За 2 года существования уже имеются значительные достижения. Об уважении к первому президенту Ахмаду Хаджи Кадырову, главе республики, и ко всему чеченскому народу авторитетных исламских руководителей говорит и то, что на чеченской земле впервые побывали священные реликвии. Спецрейсом из Объединенных Арабских Эмиратов были доставлены вещи, принадлежавшие пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, а также вещи его дочери Фатимы, из подвижников лучшего из людей, да будет доволен ими Аллах. Тысячи мусульман не только из нашего региона совершили паломничество главной мечети сердца Чечни, чтобы воочию увидеть священные реликвии. За последние годы в Чеченской республике отреставрировано и построено сотни мечетей. Многие из них не имеют аналогов в мире и уникальны в своем роде. Главная мечеть республики сердца Чечни, одна из самых больших мечетей в Европе, носит имя Ахмада Хаджи Кадырова. Восстановлены в республике изъярты великих чеченских устазов и овлия.
Ежегодно паломникам из Чеченской Республики выделяются квоты для совершения большого и малого хаджа в Мекку. Посетить священные земли Саудовской Аравии смогли тысячи жителей республики. Представитель старейшего рода Бану Шайбат Абдурахман для посещения Каабы выделил главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову в этом году 18 мест. Миллионы мусульман во всем мире стремятся хотя бы раз в жизни посетить главную святыню ислама. Побывать внутри нее и принять участие в ее омовении мечтает каждый, но по воле Всевышнего Аллаха такая возможность предоставляется единицам. Когда отдельные исламские государства стремятся получить одно или два места и ждут годами такого шанса, хранитель ключей Каабы Абдурахман из рода Бану Шайбат в знак высокой признательности в адрес главы республики Рамзана Кадырова за несколько лет предоставил возможность побывать внутри Каабы 118 паломникам из Чеченской Республики. Зура Саламова, Ильяс Якубов, Ильяс Ютаев. Новости.